ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Иностранная валюта снова подорожала. Сегодня утром стоимость американского доллара достигла отметки 83 рубля 60 копеек за единицу. По сравнению со вчерашним днем доллар стал дороже на 4 рубля 13 копеек. В первую очередь это отразилось на малом и среднем бизнесе, а именно тех предпринимателях, которые продают товар, не производящийся в России. Потому что предпринимателям сложно не только даже потому, что сегодня такой курс, да? Нам было всегда сложно, потому что власть от нас далеко и не всегда к нам прислушивается. Если мы говорим о каких-то технологиях, которых в нашей стране нет, и в этом плане предприниматель сильно зависит от стоимости этого товара по приобретению. От этого будет зависеть таможенные, пошлины ввозимых этих товаров. Времена достаточно сложные, но при этом их можно решать. Кроме того, на севере логистика обходится намного дороже, чем, к примеру, в средней полосе России. А так называемые послабления со стороны государства на деле оказываются лишь фикцией. Взять хотя бы упрощенную систему налогообложения. По 20 видам деятельности разрешено снизить налоги на местном уровне до 1%, но при одном условии – доход этих предпринимателей не должен превышать копеечную сумму. И все же бизнесмены не сдаются и ищут выхода из непростой ситуации. Вот, на мой взгляд, вообще не надо привязываться нам к этим всем валютам внешним. Надо как-то ориентироваться на свой рубль. Тем более, если у нас сейчас идет такая тенденция к экономике российской развивать наше производство, тем более мы должны на рубль ориентироваться. Но, увы, это не нами заведено, это уже годами мы пользуемся импортными товарами. В феврале планируется большая выездная сессия Минэкономразвития в Ухте. Визит направлен на то, чтобы помочь предпринимательству. Предварительно бизнесмены Ухты планируют обсудить перечень первоочередных вопросов. Адресованы они будут в первую очередь федеральным властям, формирующим экономическую политику государства.